Что касается земельных участков, которые мы получили под навесы автобусных остановок, это была, по большому счету, инициатива администрации города. На тот момент других вариантов облагораживания этих площадей, да, под автобусные павильоны, других не было. В принципе, мы бы получили эти участки на общих основаниях спокойно, не вызывая никаких проблем для себя. Но, как вы помните, тогда город весь прихорашивался и готовился к играм Дети Азии. Поэтому была просьба от руководства города поставить их как можно быстрее. Там каждый день были планерки, что сделано, да, на том, на другом участке. И я, честно говоря, не ожидал таких проблем. Просто мы поставили эти навесы без рекламы. Они до сих пор у нас без рекламы стоят. Значит, а потом вот на нас поступила жалоба в прокуратуру, и нам пришлось, скажем так, платить штрафы и в общем, разбираться в этой ситуации. В том числе были неприятные моменты, конечно, в взаимоотношениях со средствами массовой информации. Но я хочу сказать, что ни тогда, на тот момент, ни сейчас других заявок на установку автобусных павильонов не было. Город нуждается практически в 500 автобусных остановках. И с самого начала у нас была договоренность, что мы, компания Салгынкут, займемся этой проблемой, будем изготавливать эти автобусные навесы и ставить их по всему городу. Значит, ну, в общем, мы свои обязательства начали выполнять, но тут вошли в действие такие вот субъективные факторы. Сейчас этот вопрос он такой подвешенный. По казино. Значит, у меня было здание на улице Ярославского, моя собственность. Так как мы купили себе новый офис, это здание немножко подзабросили. Значит, через какое-то время я стал задумываться над тем, ну, как извлекать прибыль из существующего своего имущества. Попытался сдать, но так как я не риэлтор, у меня это не совсем, скажем так, получалось, то одни какие-то там были продавцы, которые не платили, то другие предприятия. Через 2-3 неудачные попытки сдать я передал это здание в управление риэлторской компании, небольшой риэлторской компании. Значит, они ко мне подходят, парень, вот, который возглавляет эту компанию, подходит ко мне и говорит: Юрий Валерьевич, есть желающие, значит, платить хорошую аренду, они точно ее будут платить, все нормально, я за них ручаюсь, но у них букмекерская контора, значит, там будут стоять компьютеры, будут приходить мужики и ставить ставки. Я спросил у своего юриста, законна ли эта деятельность. Он мне сказал да. Он покопался в бумажках и сказал да. Все, на этом история закончилась. Потом, как я уже из других каких-то источников такую разрозненную информацию стал получать, этот рынок, он достаточно жестко поделен в Якутске. И конкуренты этих ребят, которые сидели у меня, начали, значит, сливать информацию. Начались вот эти вот обыски. Значит, кстати говоря, у этих ребят, которые сидели у меня, было постановление суда, что их деятельность законна. Но тем не менее, так как мне репутация дорога, мне пришлось их, в общем-то, попросить оттуда и вернуть уплаченную вперед ими арендную плату. Ну, хотя это, в общем-то, немножко было неправомочно. Но они, слава богу, пошли мне навстречу. Вот и все.